Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 12 мая в селе Звандрыбш прошла торжественная церемония открытия мемориала Владислава Арзенба, автор Виталий Джения. Гевис «Мир. Наследие». Телеканал Абаза ТВ представил фильм, посвященный первооткрывателю Новоафонской пещеры. Правосудие в Республике Абхазия. Третья международная научно-практическая конференция к 102-летию образования судов общей юрисдикции Абхазии. Республика отмечает 80-летие Владислава Арзенба. Правительством утвержден план памятных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, первого президента Республики Абхазия, героя Абхазии, кавалера ордена Ахтзапша первой степени Владислава Григорьевича Арзенба. 12 мая в селе Звандрыбш Гудаутского района прошла торжественная церемония открытия мемориала первому президенту Абхазии Владиславу Арзенба. Автор памятника – народный художник Абхазии Виталий Джения. Репортаж Фаины Мату об этом событии смотрите в нашем вечернем эфире. В понедельник вечером на площади Свободы в Сухуми состоялась акция «Память о Владиславе». Подробности в ближайших выпусках. Сегодня на канале Абаза ТВ стартуют телевизионные ролики, приуроченные к 80-летию первого президента Абхазии Владислава Арзенба, созданные на основе эпизодов из книги «Воспоминаний первого президента. Моя жизнь», которая охватывает период с 1945 по 2004 годы. Первый ролик «Детство» из главы с одноименным названием, где Владислав Арзенба рассказывает о том, где и в каких условиях жила его семья. К примеру, в самом начале они жили в небольшом одноэтажном домике из белого камня. Делится своими наблюдениями о том, как пахал его дядя. Его удивляло, что плуг, которым иногда дядя управлял одной рукой, в его неопытных детских руках бросал его из стороны в сторону. Или вспоминает о том, как отец давал задание поймать птичку сорокопут, чтобы с ее помощью поймать ястреба. Рассказывает об особенностях одной из излюбленных видов охоты у абхазцев – ястребиной. Детские воспоминания Владислава Арзенба из первой главы книги «Моя жизнь» читает заслуженный журналист Абхазии Зураб Аргун. К 80-летию со дня рождения Владислава Арзенба на канале Абаза ТВ продолжается презентация документального фильма об истории грузино-абхазского переговорного процесса под эгидой ООН и при посредничестве России. Во вторник, 13 мая, мы предложим вашему вниманию третью часть фильма, в котором отражены главные события дипломатической истории Абхазии с 1995 по 2000 годы. Напряженную ситуацию между Абхазией и Грузией не удалось разрядить в начале 2000-х годов и в последующие годы. Несмотря на многочисленные усилия ООН, план урегулирования конфликта, разработанный в декабре 2001 года специальным представителем Генсека ООН Дитером Боденом, даже не был принят к обсуждению сторонами. Абхазия приостановила свое участие в переговорном процессе осенью 2001 года из-за поддержки грузинскими властями незаконных вооруженных формирований и теракта, совершенного в подконтрольной Грузии части Кадорского ущелья в отношении вертолета с сотрудниками миссии ООН. Позднее переговорный процесс был возобновлен. Новый кризис в переговорном процессе произошел в августе 2006 года, когда грузинская сторона ввела свои полицейские силы в Кадорское ущелье. Политико-правовая ситуация на Южном Кавказе претерпела существенные изменения после вторжения Грузии в Южную Осетию и последовавшего за этим признания независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны России 26 августа 2008 года. Подробнее об этом в третьей части фильма.
Грузии нужно смириться с тем, что Абхазия независимое государство, заявил в интервью РИА Новости президент Бадра Гунба. По его словам, только после признания Грузии реальности и подписания соглашения о неприменении силы будет возможен диалог с Сухум и Тбилиси. Наш приоритет – жить в мире со всеми соседями. Мы хотим добрососедских отношений с Грузией, чтобы ее руководство осознало перед ними независимое государство, сказал Гунба. Президент Абхазии Бадра Гунба назвал атаки украинских беспилотников на территорию России в канун Дня Победы государственным терроризмом и попыткой стереть память о подвиге советского народа. Это государственный терроризм. Украинские власти выступают против самой памяти, сказал Гунба в интервью РИА Новости. 12 мая 1917 года родился народный поэт Абхазии, кавалер ордена Агдзябша первой степени, автор исторического романа «Последний из ушедших» и поэмы «Песня о скале» Баграт Шинкуба. Первые стихи Шинкуба появились в печати в 1935 году, когда ему было всего 18 лет. К тому моменту будущий народный поэт писал уже не первый год, а также переводил на абхазский язык произведения великих зарубежных классиков Пушкина, Гёте, Гейне, Байрона. Шинкуба был не только писателем и поэтом, но и государственным и политическим деятелем, одним из первых борцов за права абхазов в советское время. В понедельник в Сухуми в парке, носящем имя Баграта Шинкуба, состоялась церемония возложения цветов к могиле писателя. Почтить память Баграта Шинкуба пришли вице-президент Беслан Бегвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаш Ашуба, руководитель администрации президента Беслан Эшба, представители творческой и научной интеллигенции, члены Союза писателей, Ассоциации писателей Абхазии, родственники поэта, учащиеся сухумских школ. Аԥсны напхгара, аԥсуа интеллигенциа, ашәҟәыҩҩцәа, аҵарауаа, аҭынхацәа, аҿар, ашколхәыҷқәа традициала иахьа ара ҳаиқәшәеит. Избан акәзар, ари амш ҳара ҷыдала еснагь иаҳгәалаҳаршәоит, иаҳгәалаҳмыршәаларгьы ауӡом. Избан акәзар, Баграт Уасил-иԥа ипоезия акәзааит, иҭоурыхтә роман ацынҵәарах акәзааит. Еснагь ирныԥшуан, ирныԥшуеит ҳажәлар рлахьынҵа. Ари нахыс иахьа амилаҭтә библиотекеи ҳареи иҳамоуп Баграт Шинкуба ипоезиа аԥхьарақәа, есышықәса иазгәаҳҭо акоуп ари, аԥхьаҟагьы иацҳҵоит ҳәарада. В день рождения Баграта Шинкуба в Абхазском государственном университете Фонда развития абхазского языка представил в широкой общественности проект по голосовой цифровизации абхазского языка. Первый в своем роде, ориентированный на включение абхазского в голосовые технологии, приложения и переводчики. Проект стал логическим продолжением долгосрочной стратегии фонда по интеграции абхазского языка в цифровой мир. На протяжении более 5 лет велась кропотливая работа, и в 2024 году она дала первый ощутимый результат. Абхазский язык был включен в Google Translate. Это стало настоящим прорывом и доказательством того, что даже малые языки могут занять свое место в глобальных цифровых платформах. Цель нового проекта – создать открытую базу аудиозаписи абхазской речи, используя платформу Common Voice. Это позволит в будущем говорить с технологиями на абхазском, и чтобы они отвечали на абхазском. Статистика Вахопшваза цхы зырхо лапсыра и сычны ацларейчу. Уядаги ужахап абстазара по хархатовку зигирхна экономика шома захинджера рхе дырху. Уя статистика Вахопшваза цепх хнижеба процент Европа по компания по рхе дырху ялагет и псабаратом интеллект. Уяна губрёв хапхаа шуксык вишукса хышукса рынцка хапстазарахна и цвирцвейт и псабарантом интеллект.
Сегодня в нашем эфире смотрите видеоклипы на стихи Баграта Шинкуба, а также телевизионную версию спектакля «Последний из ушедших» по роману народного поэта. Гивис Мыр «Наследие». Телеканал Абаза ТВ подготовил фильм, посвященный одному из самых известных и видных научных и творческих деятелей Абхазии, художнику, скульптору, первооткрывателю Новоафонской пещеры Гивис Мыр. Презентация работы, приуроченной к юбилею прославленного деятеля, состоялась в родном городе Гивис Мыр, обожаемом им Новом Афоне. О процессе подготовки к фильму, презентации, отзывах первых зрителей в репортаже Рады Чачава. А вам тоже, стоя на краю обрыва, хотелось сделать отчаянный шаг вперед? Дотянуться до неизведанного, познать все сокрытое и тайное? Нет, а Гивис Мыр хотелось. Он умел видеть особенное в обыденном. Не боялся, казалось, ничего на белом свете. Подмечал самое невообразимое и чувствовал, понимал так, как, наверное, никто до него. Именно ему, человеку, имя которого, пожалуй, известно каждому в Абхазии, посвящен фильм телекомпании Абаза ТВ, автором которого выступила журналист телеканала Элеонора Гилаян, режиссером Дауд Логуа, а операторами Сосрыку Агухава и Тимур Гогохия. Гивис Шамелович очень многогранная личность, и тут было важно попытаться показать хотя бы всего по чуть-чуть, потому что там очень много. Там и война, там и мир, там и картины, там и скульптуры, там и вот это созидание в рамках своего города. Там очень многое намешано, и при этом очень часто люди за все хватаются, и у них ничего не получается. А он на все делал, и у него все получалось. И за что ни возьмись, за какую сферу его жизни, это то, что он умел. Поэтому, да, было важно все охватить, ничего не упустить, чтобы было понятно, насколько это был уникальный, многогранный и в чем-то парадоксальный человек. С момента, как, так скажем, Абаза ТВ привлекли меня посодействовать в фильме про Гивис Мыр, сразу, конечно, возникает интерес. Потому что о личности Гивис Мыр, как знаковой личности в истории мы всегда знаем, да, там, с моего первого посещения пещеры там, в 3 классе. И всю жизнь ты знаешь, что Гивис Мыр вот, повлиял на это, но знакомство с личностью, как с многогранной какой-то формой, да, возникает благодаря как раз работе над фильмом. И вот это любопытство привело к тому, что я считаю, что я благодаря людям, которые его очень любили и ценили, немножко с ним познакомился. В первую очередь, и даже не столько касаясь момента, когда 16-летний парень решил спуститься, да, в пещеру, это невероятно смелый человек. Потому что все его действия, и руководствовался он в первую очередь культурой и любовью к тому, что вокруг него. Как отметила Элеонора Гилаян, подготовка к съемкам, продлившимся чуть более 2 недель, велась на протяжении месяца, а работа над фильмом выдалась захватывающей и трогательной. Ведь с главным героем фильма у нее, без преувеличения, особая авторская связь. Но сейчас мне уже кажется, что процесс подготовки начался 10 лет назад, когда я делала специальный репортаж про 40-летие Новоафонской пещеры. И тогда мне посчастливилось провести целый день с Гивис Мыр. Он повез нас на Иверскую гору, мы поднялись с ним на Анакопию, он повез нас на водопад, в заповедник. И это был какой-то такой полунасыщенный день, где он уже рассказывал не столько о пещере, сколько о своем городе, о себе, о каком-то своем бесконечном процессе созидания, в котором он провел всю жизнь. И сейчас, когда уже я поняла, что мне предстоит работать над фильмом про него, я опиралась в первую очередь на те свои ощущения 10-летней давности, и мне очень помогало все, что я тогда успела от него выцепить, выкружить, узнать, запомнить. Поэтому я считаю, что Гивис Шамелович, он такой соавтор нашего фильма. В съемках фильма принимали участие все родные и близкие Гивис Мыр, его друзья, коллеги, его боевые товарищи. Все те, кому повезло по-настоящему узнать этого удивительного человека. А в художественной зарисовке, иллюстрирующей ту самую легендарную сцену «Шаг в безликую бездну» 16-летнего парня, ставший началом великих открытий, в роли самого юного Гивис Мыр снялся его сын. Задача первая стояла сделать это динамично, интересно и выбрать самые эмоциональные моменты. Вторая часть
для меня как и открытие небольшое. И я всегда слышал про эту бездонную яму, через которую первый раз решился спуститься 16-летний парень, но я там никогда не был. И маленькая зарисовка в начале инсценирует эту сцену, в которой снялся у нас его сын. И это вот, наверное, если формат фильма телевизионный, то вот это режиссерское маленькое привнес я. Мы пошли и сняли то, как это могло бы выглядеть, как это выглядело тогда. Живой, эмоциональный, глубокий и проникновенный фильм был презентован коллегам, друзьям и семье Гиви Смыр накануне премьеры на нашем телеканале. Генеральный директор Абаза ТВ Руслан Хашик, открывая мероприятие, отметил, что для всей команды телеканала, привлеченной к производству фильма, эта работа была особенно ответственной и волнительной. Вот когда ты как-то начинаешь, пытаешься расшифровать, в чем вообще феномен того, что с нами произошло, за счет кого, за счет каких сил, ресурсов мы прошли этот путь и прошли достойно, одержав победы, я нахожу ответ в таких личностях, как Гиви Смыр. Очень вам благодарен всем участникам нашего фильма за вашу искренность, за ваши слезы. Я вам признаюсь, что я вместе с вами тоже просматривая вчера конечный вариант фильма, также прослезился. И эти чувства, которые вы хотели передать зрителям, я уже почувствовал это. А у меня еще есть еще свой плюс, потому что я лично знал и имел счастье с ним общаться, работать. В чем главная черта Гиви Шаменовича – это вот идеи. И я, слушая вас всех, я чувствовал, как вы это транслировали. Дай Бог, чтобы это вот память, это героизм, это вот эта чистота мыслей, поступков в нашем обществе не иссякала. А потом начался показ фильма для самых близких, для родных и друзей, для коллег и соседей. Спустя 50 минут, когда экран уже погас, у большинства из них предательски навернулись слезы, и искренние слова благодарности не заставили себя ждать. Абаза ТВ, вот Элеонора, Гилаян, вся группа, огромное спасибо. Это вот, не знаю, для нас, для всех афонцев, это такой шедевр. Для молодежи, для тех, кто его хорошо сдал и помнил, я не знаю, что могли бы еще лучше сделать. Надеюсь, память о нем, о его творчестве, о его человеческих качествах, она есть у всех на устах, но она еще сохранится вот в таком вот документальном материале, который будут смотреть и смотреть еще многие поколения. Я думаю, хорошо знала этого человека, но даже сейчас я что-то для себя открывала новое в нем. Например, почему люди за ним шли. Вот я поняла, потому что он не подвел бы никогда, и он бы никогда не повел туда, где плохо, где неправильно. И люди это знали, они ему доверяли, они всегда становились с ним рядом. Я хочу поблагодарить вас, потому что вы так тонко его почувствовали и показали. Правда, спасибо вам огромное. Для меня это очень ценно. Ну, словами передать довольно сложно на самом деле, потому что, это искренний продукт. Это я даже имени отца, если не касаюсь, в принципе, вам огромное спасибо. Спасибо всем, кто принял участие. Я даже не знаю, можно ли говорить спасибо людям, которые оставляли свои комментарии, потому что я знаю, они говорили это искренне, не для меня, не для кого-то еще, не для города и даже не для себя, а просто потому что это томится у них в сердце. То, что вы сделали, это прекрасная работа. Я безумно благодарен вас, потому что это наследие, которое будет передаваться моим детям, и будет их ходить в поколения. История Гиви Смыр лучше всего прочего учит нас, что любовь равно созидание. И нет ничего важнее этого. Для каждого участника съемочного процесса, с которым нам довелось поговорить, работа над этим фильмом стала особенным переживанием. Съемочная команда отдельно поблагодарила семью и коллег Гиви Смыр за всестороннюю помощь в подготовке материала. А премьера фильма «Гиви Смыр. Наследие» состоится сегодня в 20:00 на телеканале Абаза ТВ. Не переключайтесь. Рада Чачава, Сосрикуа Гухава,
Абаза ТВ. Третья международная научно-практическая конференция «Правосудие в Республике Абхазия», приуроченная к 102-летию образования судов общей юрисдикции Абхазии, прошла 12 мая в Верховном суде республики. Слово Элеоноре Гилаян. На конференции присутствуют судьи, представители госорганов, правозащитных организаций, преподаватели вузов, специалисты из Абхазии и России. Открывая конференцию, председатель Верховного суда Саида Будба подчеркнула следующее. В этом году мы празднуем 102-летие со дня образования судов общей юрисдикции Республики Абхазия. Мне очень отрадно заметить, это очень приятно, что количество заявок на участие в нашей конференции в этом году выросло в разы. И география участников существенно расширилась от Саратова, Ижевска, Челябинска до Ставрополя, Сочи, Москвы и Минска. Мне очень это приятно. Хотела вас отдельно поблагодарить за проявленный интерес к нашей конференции, за то, что нашли время в вашем плотном графике и решили в ней поучаствовать. Я бы очень хотела, чтобы наша конференция стала той площадкой, на которой мы могли бы обсуждать актуальные проблемы правосудия в Республике Абхазия, судебной системы и правовой системы в целом. Были вручены ведомственные награды Верховного суда судьям и работникам аппаратов судов общей юрисдикции нашей страны. Тарасян Виолетта Андреевна. Кургеля Камила Гивиевна. В рамках пленарного заседания выступили по ВКС российские авторитетные представители юридического сообщества. Эрна Айриян, судья Евразийского экономического суда, обратилась с приветственным словом. Судебная власть в Абхазии прошла непростой путь становления, и сегодня можно с уверенностью говорить о том, что закрепленные в главе 5 Конституции Абхазии фундаментальные положения о судебной власти являются не только флагманом в отправлении правосудия, но и многократно подтверждены на практике. Они соответствуют всем высоким требованиям, закрепленным в основополагающих документах Организации Объединенных Наций относительно правосудия в целом и бангалорским принципам поведения судей в частности. С докладу на тему равенства участников судопроизводства «Миф или достижимая реальность» выступила руководитель цифровой трансформации адвокатуры России Елена Авакян. Надо отметить, что поднимавшаяся уже сегодня тематика независимости судебной власти, обеспечения независимости правосудия как такового и равенства участников процесса является, наверное, одной из самых больных тем для любого форума, так или иначе посвященного направлению правосудия. Потому что именно от равенства участников процесса, именно от того, насколько мы уважительно относимся друг к другу при отправлении правосудия, во многом зависит, состоится акт правосудия или акт правосудия окажется невозможным. Конференция будет проходить в рамках 3 секций: права граждан на правосудие, состояние и тенденции развития судебной системы, проблемы судопроизводства в Республике Абхазия. Всего в секционных заседаниях выступит 31 докладчик. Элеонора Гилаян, Инала Гухава, Абаза ТВ. В Сухуми на площадке Центра социально-экономических исследований при президенте Абхазии прошел круглый стол, где обсудили итоги реализации стратегии социально-экономического развития республики и возможные направления ее обновления. В дискуссии приняли участие эксперты, представители органов власти, общественных организаций. По мнению организаторов, несмотря на существующие трудности, необходимость переосмысления стратегических ориентиров остается актуальной. Речь идет о стратегии социально-экономического развития республики. Стратегия, разработанная нами, она разрабатывалась большим количеством специалистов. Стратегия была принята, и нам было дано задание разработать в рамках вот этой стратегии программу развития страны, республики на 2 года, 16-18 годы. Мы приступили к такой работе, но потом нам сказали, что не надо ее делать, поскольку такой проект, такой план на 2 года краткосрочный,
разработан московской диаспорой. На самом деле разработали они, называется, этот документ называется «25 шагов». Да, ну если разработали, хорошо и так далее. Но, к великому сожалению, случилось вот так, что и стратегия не выполнена, и 25 шагов тоже не выполнен. Мы просто дали знак о том, что такой план существует. Люди уже успели забыть. Да. Мы просто напоминаем не столько стратегию, сколько хотим сказать обществу, что нужно переходить к планированию своего развития. Подробный репортаж с круглого стола смотрите в нашем выпуске в среду 13 мая. Памяти Алексея Гого, работы известного абхазского автора Эльзы Чанба, опубликованы в апрельском миланском печатном и цифровом номере «Квадро Премиум». В нем вышли фотографии, посвященные произведению Алексея Гого «Большой снег Асду». Кадры из спектакля режиссера Мадины Аргун в Абхазском государственном драматическом театре. Ансамбль «Амцабс» единственный в Москве, где можно научиться абхазским танцам. Коллективу всего 13 лет, но за это время здесь обучились сотни детей. Сейчас в Амцабсе танцует около 100 человек. Это дети от 3 лет и подростки. Все они выходят на сцену, а некоторые задействованы в спектакле Никиты Михалкова «12». Наши корреспонденты побывали в гостях у ансамбля. Мы находимся в Москве, в Черемушках. Каждую субботу и воскресенье здесь звучит абхазская музыка. Это дети и подростки. Абхазы, русские, армяне, азербайджанцы разучивают абхазские танцы. Как у них это получается, мы сейчас посмотрим. Абхазы, если хотя бы чуточку есть что-то родное, близкое, они должны понимать эту значимость, потому что ну как сегодня, ну сами понимаете, это не секрет, язык уже как бы немножко, как бы сказать, мягко теряем. Если мы сегодня будем терять и наши танцы, и наши песни, и нашу культуру, то, конечно же, это трагедия. И я думаю, что да, это актуально, люди приходят, да, не сразу, да, это как-то чуть-чуть идет немножко вальяжно, но я надеюсь, что они будут это понимать, и в дальнейшем наш коллектив, большее количество людей будет посещать. И именно, конечно же, да, мы рады всем, но, конечно же, хотелось бы, чтобы наши абхазы участвовали и принимали участие вот в нашем коллективе. Мне очень важно чувствовать себя абхазом, будучи в Москве. Народные танцы как бы помогают мне не ассимилироваться среди населения тут. Я помню о своих корнях, как бы, о том, что я абхаз, и это помогает мне дальше жить, будучи абхазом. Студий танца и школы, и ансамблей много, но абхазского танца нет. Мы единственные. Это уже наш плюс. Как заманить сюда и привлечь детей других национальностей? У нас, как вы видите, есть много разных национальностей. Тем, что у нас большой репертуар. У нас танцы не только абхазские, у нас есть там и армянские, и азербайджанские, и чеченские, и осетинские. Этот огромный репертуар, 13 полностью поставленных танцев и с костюмами. Я считаю, это такой большой бонус, чтобы выбрать именно наш ансамбль. Репортаж о московском ансамбле «Амцабс» смотрите в нашем эфире во вторник, 13 мая. Театральные новости. Постановка «Пастух Махас» продолжает свои успешные гастрольные шествия. Именно этим спектаклем Русдрама имени Фазили Искандера открыл гастроли в Челябинске в роскошном академическом театре имени Наума Орлова. Как пишет в своем телеграм-канале генеральный директор театра Ираклий Хиндба, тысячный зал был полон. Зритель в Челябинске просто невероятный. Такое удовольствие, честь, счастье играть для него. Сегодня, 12 мая, «Отцы и дети», завтра, 13 мая, «Софичка». И все это программа «Большие гастроли», Росконцерт и Министерство культуры России. Спасибо за все. 12 мая Русдрам представил на Южном Урале спектакль «Отцы и дети». 13 мая покажет «Софичку». В завершении выпуска прогноз погоды.
Во вторник, 13 мая, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, местами возможна гроза, туман. Атмосферное давление пониженное, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью 9-14, днем 11-16, температура морской воды 15 градусов. Волнение морской воды умеренное, значительная относительная влажность воздуха 70-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.